Здравствуйте. В эфире «Чегемская правда». Мы сегодня опять будем говорить о президентских выборах. Тем более сегодня у нас наш гость в студии, кандидат в вице-президенты, который идет в тандеме с Робертом Аршба, Дауд Агарба. Дауд, добрый вечер. Мы сегодня, я читал вашу программу, я начну сразу с места в карьер, но я, наверное, все-таки, программа мне чрезвычайно была интересна, но я все-таки начну с того вообще, как вообще произошла такая химия, что ты там с Робертом идешь, потому что о других кандидатах, как эти союзы созрели, как-то более-менее как-то понятно, да, в этом плане ваш союз он больше навеян такой, знаешь, тайнами, да, как все это получилось. Ну, наверное, прежде чем рассказать, как мы вообще в одну команду влились, я немного предысторию расскажу этого всего вопроса. В Общественной палате работаем. И внутри Общественной палаты есть такая комиссия по государственному строительству, согласию в обществе. В общем, там длинное название, но именно комиссия, которая занимается вопросами, всякого рода вопросами, в том числе и государственным строительством. И Ираст Агумава возглавляет эту комиссию. Его идея была, он давно ее озвучивал, вынашивал уже на протяжении года. Но по тем или иным причинам мы отвлекались на другие вопросы. Ту самую конституционную реформу, о которой уже много лет говорят. И мы ей начали заниматься где-то в июне месяце прошлого года. Начали уже плотно заниматься. Взяли за основу несколько проектов, в том числе на тот момент уже в парламент был представлен президентский вариант проекта, но он, конечно, его трудно назвать конституционной реформой, это больше административная реформа с элементами конституционной реформы, но мы ее тоже взяли для того, чтобы ознакомиться и понять вообще, насколько она полезна может быть нашему государству. Взяли другие проекты, в том числе и тот проект, который был создан группой юристов еще в 2013 году. Алхас Хагушев участвовал в этом, большая презентация была в атриуме, если не ошибаюсь, Виктория. И начали работать. Пошли по тому пути, что мы решили проводить круглые столы, приглашать специалистов в области конституционного права, всех разных юристов наших, ребят, которые когда-либо имели отношение к этим реформам. И работа пошла. И на наше счастье, так скажем, еще к нам присоединился Томас Кецпа. Так получилось, что квота появилась в Общественной палате, выбыл один из наших коллег. Он попал в нашу команду, и мы начали работать. И уже провели около 4-5 круглых столов. Единственное, что нас всегда волновало и беспокоило, и, кстати, сам Томас Иванович тоже не раз говорил, говорит, хорошо, ребята, мы сейчас эту реформу, проект сделаем, потрудимся, но как ее реализовать? Каким образом сделать так, чтобы ее парламент принял, президент подписал, и чтобы действительно эти реформы состоялись. Это единственная была такая волнующая нас вещь. Мы говорили, посмотрим, впереди выборы очередные, еще тогда не было этих событий. Возможно, к этому времени что-то прояснится, возможно, кто-то из кандидатов возьмет за основу эту программу. Жизнь покажет, мы свое дело будем делать дальше. И процесс шел, известные события ноябрьские, которые, они и ожидаемые были, и неожиданные были, одновременно можно по-разному сказать. Случилось то, что случилось. В результате мы продолжили свою работу, проводили круглые столы, и так получилось, что, видимо, наши идеи, наши мысли дошли до команды Роберта Аршба. Мы еще не знали о том, что он собирается баллотироваться, но через какое-то время стало известно, люди обратились, сказали, что есть такой кандидат, который хочет эту реформу взять за основу. И почему-то они решили на позиции вице-президента предложить эту роль мне. Мы же знаем, что есть какой-то региональный фактор, тоже там имеет место быть. Не только это. Там у нас все достойные ребята, но так получилось, что с Бзыбской Абхазии оказался только я. Еще Даура Агарба есть, Гивевич, которого мы знаем как скелет, он тоже в нашей команде. И его тоже рассматривали, но потом уже остановились, как говорится, на моей кандидатуре. Мы встретились, пообщались. Самый главный посыл был, действительно ли он хочет это сделать, действительно ли он такое намерение имеет, и эта программа будет главной в основной программе. Он сказал, мы определили параметры. Я тоже сказал о том, что в нашей программе есть
такой пункт о том, что упраздняется должность вице-президента. Это очень важно для нас. То есть мы идем для того, чтобы осуществить реформу. Вот мы сели, тогда же он сказал о том, что если будет необходимость в процессе принятия всех этих законодательных норм по изменению Конституции, надо будет уйти досрочно в отставку и объявить новые выборы уже с новой Конституцией, то и даже на это готовы. Я это тоже обратил внимание, что там, вот, читая программу вашу, я обратил внимание, что там в августе 2026 года вице-президент уходит в отставку. То есть эта должность упраздняется. То есть это вот как бы дается понять, что мы там не ради должности, да. Но вот эти 1,5 года у нас по закону вице-президент выполняет отдельные поручения президента. Наверняка вы тоже обговаривали между собой, там, ну вот 1,5 года все равно работать придется, там какой-то функционал. Если честно, мы это не обговаривали, потому что, опять же, не ставим это во главу угла. Я думаю, что найдется сфера, найдется применение, если там речь идет о том, чтобы представлять государство, государственные интересы. Мы сейчас это не обговаривали. То есть никаких условий у нас нет на берегу в этом смысле. Но тогда вот перейдем уже к самой реформе этой конституционной. Вот в чем ее там основные какие-то базовые вещи? Как вы видите эту систему? То есть очень много всяких вариантов у нас говорят. Там кто-то говорит, вот это президентское, где-то что-то, какие-то элементы парламентское, где-то что-то смешанное. Кто-то говорит, давайте уж парламентскую. То есть у нас вариантов куча этой реформы. Я вот хотел бы, чтобы ты как-то конкретизировал по основным пунктам. Сейчас полностью мы в детали не будем влазить. Да, основные моменты, параметры. Ну, как я говорю выше, мы взяли за основу несколько проектов. Кстати, вот тот проект, в котором работала Хаст Хагушев и группа юристов наших девочек, там в основном конституционалистов, они рассматривали парламентскую форму правления. Там президента они сохраняли, но так, скажем, не совсем в классическом виде парламентской. Какие-то элементы президентской формы они оставили ему, но в основном все равно по форме это была парламентская республика. Вот. В нашем случае мы пошли по пути все-таки президентско-парламентской. Почему? Ну, среди нас внутри тоже были сторонники парламентской, были вообще не согласны с нашей формой внутри нас. Мы работали, мы дискутировали, но в итоге мы пришли к единому мнению, что все-таки нам президентская парламентская форма больше подходит, потому что как бы 30 лет мы уже систему президентской власти уже поняли, знаем уже, как это работает. И, соответственно, резко переключаться на парламентскую республику, опять что-то делать с нуля по новой, возможно, будет больше минусов, чем плюсов. Мы так посчитали. В конце концов, к парламентской форме можно будет перейти потом, последовательно, после ее называют еще полупрезидентская форма, она так называется, президентско-парламентская. Какие отличительные у него вообще функции? Это то, что мы сохраняем за президентом формирование парламента. То есть он по нашей программе, по нашей реформе, по нашему проекту, президент выдвигает кандидатуру премьер-министра, но премьер-министр уже кандидат в премьер-министры, он сам формирует министерские портфели, то есть по своему усмотрению он набирает министров. И вот такой состав президент утверждает. Но потом, парламент через определенное время, вот это правительство, которое уже назначил президент, должно пройти в парламент с программой развития. То есть оно должно пройти. Понятно, что оно не просто приходит. Там консультации проходят с парламентом для того, чтобы парламент знал, о чем речь идет. Это определенная работа. И когда они приходят в парламент, они должны получить вотум доверия. Вот я прошу не путать с вотумом недоверия, это разный вход. Вотум недоверия – это уже в процессе работы. А тут первоначально они должны, по сути, процедуру согласования пройти в парламенте, кабинет министров. И вот если такое согласование проводят, утверждается уже окончательно состав кабинет министров начинает работать. Если такой порядок, первый, мы его называем, первый порядок, не проходит, не прошли они вотум доверия, парламент отказался принимать такой состав, второй раз такую возможность предоставляем мы парламенту. То есть парламент самостоятельно это должен выдвинуть кандидатуру премьер-министра, премьер-министр набирает свой кабинет, и президент должен такой Кабмин утвердить. Но если парламент по тем или иным причинам, там сроки указываются, не сможет сформировать в течение этого срока
состав Кабинета министров, есть третий вариант. Президент снова сам выдвигает, сам формирует, но уже есть обязательство парламента предоставить вотум доверия такому правительству. Вот в случае, если не предоставляет, президент имеет право распустить парламент. То есть первый мяч на стороне президента, второй у парламента, третий президент ставит точку. Вот такая форма. Президент сформировал правительство, но пришел новый парламент. Мы привязываем вообще Кабинет министров к парламентским выборам. Пришел новый парламент, Кабинет министров уходит в отставку полностью. Но это не значит, что президент может их выдвинуть снова. Нет такого противоречия в законодательстве, нет такого ограничения. Но сам факт ухода в отставку обязателен. То есть формирование Кабмина не как сейчас к президентским выборам привязано, а привязано к парламентским выборам. Это вот там какие-то сроки указаны у вас? Да, все имеет сроки. Все имеет сроки. Там 14 дней, 20 дней, допустим, предоставление программы, выход в парламент в течение 20 дней. Нет, я говорю вот полный вот этот цикл, переход на вот эту систему. Переход на эту систему, да, у нас сроки, мы для начала, мы же там еще, мы сейчас говорим о парламенте, о Кабинете министров говорим, грубо говоря, об исполнительной власти. Но там есть еще у нас же реформа самого парламента, системы выборов. Мы предлагаем смешанную систему. И вот начинаем мы как раз с этого. Потому что мы не хотим, чтобы мажоритарный парламент занимался тем процессом, о котором мы говорим. Потому что мы считаем, что его и квалификация, и вообще как бы у общества много вопросов, да, по этому поводу. Мы хотим сделать парламент более квалифицированным, более, так скажем, государствообразующим, для того, чтобы они уже эти процессы могли контролировать. Для этого надо перейти на смешанную систему. То есть там акцент все-таки на некое партийное строительство, во-первых, будет, там партийное представительство и так далее. Да, вот если вы знакомились с программой, вы увидели, что в течение 6 месяцев мы планируем изменить законодательство о партиях. Вот, сделать так, чтобы ужесточить какие-то параметры, сделать так, чтобы обязательное было программное, да, вот формирование программ партии, чтобы они участвовали активно в жизни государства. Но там есть одна проблема. Это я вот нынешний закон о партиях тоже там читал, сейчас давно читал, правда. Но мне кажется, вот даже нынешний закон о партиях, он крайне так сквозь пальцы как бы читается чиновниками, которые должны контролировать. Ну, по крайней мере, там указано, там, когда должны проводиться съезды, регулярность, но ничего этого не делается. Если даже что-то делается, то есть членство партии, да, то есть это тоже никак не проверяется. То есть такие вещи, которые... И поэтому у нас сейчас, как бы, я не знаю, там десяток партий разных есть, но если так копнешь, там 2-3 человека, не больше. Там некоторые там есть, где просто у кого-то там печать осталась. Так есть на самом деле, но мы считаем, что если, к примеру, задача стоит, что партии будут участвовать в формировании правительства, требования к ним должны контролироваться. У нас есть Министерство юстиции, и тогда уже государственные органы, которые обязаны следить за тем, чтобы партии соответствовали закону, будут заниматься им непосредственно. И их будут контролировать. И такого, как появление в период выборов, потом исчезновение, и потом там занимаются компьютеры, дарят кому-то или еще что-то делают. Партия занимается какой-то благотворительной деятельностью. Это хорошо, конечно, но это не основная их задача. Такого по нашему мнению, такого не будет. Конечно, нужно ужесточить именно исполнение законов и контроль над работой. У нас даже общественные организации, которые не имеют права заниматься политикой, переходят в политическую плоскость, но Минюст не заставляет их формат менять в партии, их регистрироваться в качестве партии, либо какие-то санкции вводить этим общественным организациям. Это же тоже у нас не только же в этом, мы же понимаем, что у нас по всем сферам проблемы с исполнением законов. Да, исполнение закона, конечно, у нас очень сильно хромает. И мне кажется, в любом случае у нас партии именно будут вот в таком зачаточном состоянии, если нет никакого стимула. Они сейчас вот как любительские клубы. Клубы по интересам, такая своеобразная брехаловка. Пришли, поговорили где-то что-то. Но если эта партия
не имеет какой-то возможности заниматься там политикой там, на профессиональном уровне, то есть попасть в парламент и так далее, то, конечно, она будет вот в таком состоянии. С другой стороны, я вот смотрел еще, у вас речь идет не только там о смене, о изменении, перераспределении полномочий между исполнительной и законодательной властью. И я видел там еще очень много там по органам местного самоуправления. Речь идет там об избрании мэра Сухума и возможности предоставления районным собраниям избирать своего руководителя. Вообще, как, ну, я понимаю, там, допустим, Гагарский район, да, там Гудаутский район, они, с одной стороны, то есть уже регионы, которые могут зарабатывать, то есть бюджет их формируется за счет собственных средств, но все-таки есть там Восточная Абхазия, которая основной элемент их бюджетов, они датируются, да, там с республиканского бюджета. Вот здесь вот этот момент, он как-то вообще учитывается вот в таких вещах? Абсолютно вы правы. Если не будет денег, то любой глава, которого выберут сегодня, послезавтра, его просто попросят уйти, если он, по сути, нечем будет ему управлять этим районом или городом. Абсолютно правильный вопрос. Но это уже регулируется именно государством, именно конкретной исполнительной властью. Нужно создать такие условия. Вот у нас, например, после войны даже была трехуровневая бюджетная система, когда местные органы самоуправления, даже села, имели свои расчетные счета, какие-то налоги они там, тогда земельные были, копейки были, но они какие-то денежки на счетах имели, знали, что они могут свои вопросы решать, не ездя в город, в районный центр, просить на ГСМ, на другие какие-то возможности. Но это такой вот простой пример. Что касается более такого обширного понятия, именно бюджета районов, то в Восточной Абхазии надо создавать условия, при которых налоговая база будет, вернее, налоги будут больше собираться в местный бюджет. Либо бюджетом установить уже конкретно. Вот при принятии бюджета мы же устанавливаем, сколько там у нас дотаций по районам идет. Независимо от того, кто будет там мэром, он нравится президенту или не нравится президенту, он будет знать, что он рассчитывает на определенную сумму. И, соответственно, создать условия, допустим, той же Восточной Абхазии. Можно привлечь туда бизнес, привлечь для первых 2 года, установить им льготный режим налогообложения, сделать так, чтобы пришли и начали там развиваться малые и средние предприятия, которые потом будут пополнять бюджет местный. Тоже прибрежная зона у нас большая. Мы же рассчитываем на то, что это все будет работать. Пока надо не бояться. Мы всегда все время говорим, мы не готовы, у нас это не будет. Но давайте начнем тогда с запада и пойдем на восток. Начнем в Сухум, выберем мэра выборами. Единственное, можем сделать единый день голосования, чтобы на бюджет тоже это не било. Все возможно при желании. Надо начинать, не бояться. Кто больше знает местных, что нужно городу, что нужно району? Вот мы в каждом селе, уже во многих селах побывали, прежде всего в восточной части Абхазии. Мы видим состояние этих сел. И они там прямо говорят, мы даже элементарно не можем что-то сделать, потому что, чтобы это сделать, нужно поехать там целую, там еще, чтобы доехать до районного центра, это тоже расходы же. Поехать, приехать там. И то ты не знаешь, ты проедешь, ты решишь вопрос или не решишь. Ну да, в районном центре разводят руками, мы не решаем, показывают. Сюда в Сухум. Да, Сухум. Да. Ну, то есть эти простые вещи, на мой взгляд, которые могли бы работать. Конечно, вопрос финансов, вопрос денег стоит прежде всего. Ну, надо, во-первых, делать какую-то вот, перераспределять средства, оптимизацию проводить. Но вот я понимаю, допустим, вот они выбирают, допустим, условно говоря, в Корчельском районе, выбирают местное собрание своего главу. Да, там у них определенная большая часть бюджета района, это все-таки дотация республиканская. Да, пока да. Но вот как-то, и понятно, что там республиканский бюджет будет помогать, но вот как стимулировать так, чтобы там
все-таки экономика развивалась в регионе, чтобы местное начальство стимулировало, то есть как бы не сидело сложа руки, надеясь, что вот сейчас республиканский бюджет нам условно там деньги даст, куда он денется, да, мы дотационный регион и так далее. Но вот как-то, чтобы и регион как-то как более активным стал, да, и тоже, чтобы и республиканский бюджет тоже это как пожизненное, знаешь, это вот как бы привыкли давать, да, то есть это типа такая традиция. Да, но чтобы как бы было некое встречное движение, как вот я вот сейчас у нас там осенью, да, когда там сократились, да, там дотации, российская сторона, там, да, софинансирование, но это вот эта схема такая была, да, там, что с каждым годом уменьшается доля там софинансирования со стороны покрытия этих расходов со стороны российского бюджета и, соответственно, то, что высвободилось от российских обязательств на себя брала абхазская. Вот если вот такую формулу, допустим, применить, да, там, допустим, по районам, да, допустим, мы говорим там, ребята, мы там финансируем в этом году 80%, да, дотации даем, а там, допустим, через 2 года мы хотим, чтобы это было 60%, да, что вы остальное сами развивали бы. Такой механизм вообще возможен у нас? Механизм, но одновременно с этим нужно предложить этим районам, каким образом они это будут делать. То есть государство говорит, вот есть там территории огромные, в Творчальском районе, в Ачимчирском районе, да, территории, которые плодородные. Предложить им в развитие сельского хозяйства, проекты какие-то. Мы же берем кредиты инвестиционные. Россия вот 10 миллиардов, если я не ошибаюсь, предоставила этих кредитов. Но куда направляем, это опять же как бы, это вопрос целесообразности. Может быть, так надо, а может быть, можно и так, и еще часть какую-то, допустим, направить на сельхозпроекты, на большие сельхозпроекты, экспортоориентированные. Сегодня Россия – это огромный рынок сбыта. Нам просто нужно правильно выстраивать отношения. Для того, чтобы тот же экологический продукт, который мы можем тут выращивать, он в ограниченных количествах выпускается, но стоимость его в разы больше, чем такая же вот широкого потребления продукция, которая выпускается. И, соответственно, государство, предлагая механизмы, по которым район понимает, что там в ближайшей перспективе, в 3-5 лет, он доходную часть свою может за счет тех налогов увеличивать. К примеру, ну пусть даже будет это 5-летний такой будет отрезок времени. А в течение 5 лет постепенно сокращать датирование того района. И высвобождаются средства бюджета, с одной стороны. С другой стороны, производство появляется, люди заняты. И еще и доходная часть пополняется. Экспортную продукцию вообще государство должно полностью освободить от всех пошлин. Вообще полностью стимулировать. У нас и так сейчас с Россией соглашение о беспошлиной торговле. Ну, даже таможенный сбор, ну, даже какие-то вообще НДС и подобные вещи полностью освободить. Для того, чтобы стимулировать. Вот действительно бескрайние территории у нас в Абхазии. Я вот в многих местах первый раз побывал. Все заросло, да, и все. Сейчас пойдешь, посмотришь, по десятками гектаров оформлены на каких-то ООО, там и наши фирмы, которые держат, ничего не делают. Для чего держат, тоже вопрос. Ну, о перераспределении, об органах полномочий между исполнительной и законодательной властью там, и о реформировании органов местного самоуправления мы вот как-то эти аспекты мы затронули, но все-таки вот одна из главных проблем – это вот огромный бюрократический аппарат. Административная реформа, она, в общем-то, требуется, да, то есть, опять же, тот же крестьянин, когда приезжает там в район, да, именно в районе говорят, ну, надо туда поехать, этот крестьянин бедный здесь как бы помыкается по кабинетам и уже плюнет и скажет, да ну его и уехал, да, то есть вот у нас все забюрократизировано. С другой стороны, ну вот сама система, это огромнейшая машина, мало того, что она неповоротливая, но она действительно это слишком для маленькой страны с маленькой экономикой, да, где, в общем-то, трудоспособного населения немного, да, то есть людей, которые в реальном секторе экономики работают, да, то есть пропорции слишком невероятные, да, то есть на одного работающего может приходиться там 5-6 чиновников, да, то есть в реальном секторе экономики, то есть требуется действительно реформирование. Вот как видит ваша команда вот
сокращение, я не знаю, там просто тупо сократить или вот как-то все это... Нет, конечно, так просто огульно сокращать тоже неправильно. Но все кроется, опять же, вот в этой конституционной реформе. То есть, если мы перераспределяем полномочия, мы, по сути, делаем правительство, усиливаем, субъектность ему придаем, это становится орган, главный орган, который занимается внешней и внутренней политикой, по сути. И, соответственно, становится вопрос о администрации президента, например. Мы же сверху начинаем, давайте сверху начнем. И там дублирование полномочий с кабинетом министров. Кстати, в проекте президентской реформы была ликвидация такого органа, как кабинет министров. Они почему-то посчитали, что убрав коллегиальный орган Кабмин, даже не дело не в премьер-министре, а вообще в самом органе, и подчинив его президенту, они таким образом создают какой-то баланс власти. На самом деле это, наоборот, усиливает узурпацию президента. То есть президент начинает заниматься деятельностью Кабмина, и если, допустим, при сегодняшнем положении это постановление Кабмина предполагает коллегиальное принятие решений, то в том случае президент ночью, там, грубо говоря, поспал, проснулся, утром какой-то указ решил принять, подписал, и он вышел выделить землю тому или там перераспределить другому. Ну, в чем реформа тогда? Непонятно же, да? А в нашем случае, напротив, мы усиливаем Кабмин, делаем его, как раз премьер-министр становится главой исполнительной власти, вот, президент – это глава государства. И такой штат администрации президента ему не нужен. По бюджету 2025 года 135 миллионов на содержание администрации президента. На 70 миллионов на содержание аппарата кабинета министров. В 2 раза меньше. Вот тут вопросы возникают. Общегосударственные расходы у нас 2 с лишним миллиарда на 250 миллионов рублей больше, чем в 2024 году заложено в бюджет 2025 года. Это 21% от республиканского бюджета. Это мы тратим на содержание вот того самого государственного аппарата. Да, там есть необходимые статьи, безусловно, но есть над чем поработать. Об эффективности, вопрос эффективности. Если там есть специалисты, которые, конечно, их нельзя сокращать. Масса, где их можно использовать. У нас очень много чего вообще не делается. Всякого рода проекты, целевые программы. В каждом ведомстве должны быть целевые программы. В МВД, например, мы видим целевую программу безопасности дорожного движения, которая нам необходима просто. Мы пока видим только установку фото-видеофиксации, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность. Я вот сейчас, ты сказал про безопасность на дорогах. Сам знаешь, мы сейчас живем в этом графике, который там, периодически выключает свет, но выключает назначенное, заранее оговоренное время, выключают. И вот здесь в городе, здесь прямо в центре, по крайней мере, ну, в городе-то очень много светофоров, но один из самых там оживленных трафиков вот как раз на пересечении Леона и Арценба, да, и там светофор, он гаснет. Выключает свет, он там какое-то время еще батарея работает, потом эта батарея садится и гаснет. И хаос происходит. Но неужели вот мы говорим о каких-то глобальных вещах, о реформах, да, там вот нам что-то нужно, там камеры фиксации построить, там еще поставить, еще что-то. Но если вот произошла такая ситуация, неужели нельзя просто регулировщика одного поставить вот на этом перекрестке, а он крайне аварийный. Я сегодня вот пока переезжал, света как раз не было. Светофор не работал. Я видел, пару таких, то есть я стою и жду на машине, да, и пару аварийных ситуаций, пока я стоял, уже произошло. Ну, то есть мы будем ждать вот там какую-то трагедию или еще что-то, да, то есть, для того, чтобы вон там регулировщика поставить, 50 метров от городдела. Спуститься можно. Да, даже дешевле будет поставить светофор на солнечных батареях. Даже дешевле. Эффективнее даже будет. Не то, что дешевле, а эффективнее. Я согласен, это может быть какие-то финансовые траты. Сейчас мы все деньги выложили там на оплату электричества, но
Ну, это же простая вещь, да, я вижу, ну, как-то все у нас, допустим, начальник ГАИС меняется, и я вижу, что как вот работали вот этой компанейщиной, да, вот новый начальник, рейды там поставили, 50 человек в одном месте стоят, ловят кого-то, слушайте, ну, нельзя, можно сделать так, чтобы он там свет выключили, остается такая опасная ситуация может возникнуть, да, поставить человека, там, который бы регулировал бы движение. Мне кажется, очень простая вещь. Сейчас я видел твой пост по этому поводу. Да. Потому что, ну, я вижу, ну, как это происходит. Вон там, это в городе во многих местах это происходит. Да, во многих местах такая ситуация. Но вот здесь очень оживленное место. И, да, центральная улица, мне кажется, ну, просто, ну, это тем более перед носом городского отделения. Я говорю о тех вещах, да, все реформы можно красиво расписать, но если вот этого движения изнутри не будет, люди, которые должны это делать, этого не будет, у нас все, опять же, будет все по старинке. Опять же, почему вот реформа, почему она важна? Она же создает такую вот взаимную ответственность, прежде всего, между ветвями власти. Когда эта ответственность возникает между ветвями власти, когда, грубо говоря, есть президент, которого могут по процедуре импичмента отправить в отставку. Есть парламент, который по определенной форме, если не утвердит состав Кабмина, он будет распущен. Есть Кабмин, который, если будет плохо работать, он получит вотум недоверия и отправится в отставку, уйдут домой, грубо говоря. И когда наверху эта ответственность возникает, вот здесь внизу правила игры тоже меняются. Это все взаимосвязано. Сегодня все эти вопросы простые, о которых ты сейчас говоришь, они же везде можно куда угодно вот так направить пальцем. Везде будет такая же аналогичная ситуация. Потому что спросить не с кого. Нет ответственности. Президент не отвечает, если не отвечает, если ему говорят «не делай», и когда ему обосновывают, почему так нельзя себе, но он, взяв на себя определенные обязательства перед кем-то, вот просто не видит никого и пытается продавить что-то, и в итоге заканчивается тем, что он, как сказал один на одной встрече в деревне, «Пхалайнеоч техлейцот, ханбалго». Спереди все заходят, но почему-то уходят, не с парадного входа уходят, а сзади уходят. И даже передать полномочия не могут нормально вновь избранному президенту. Даже этого не получается у нас. А что говорить про вот такие бытовые вопросы, которые решаются очень просто. И это действительно для нас проблема, и нет вот этих, у нас, хотя в законе тот же прописано, что вот импичмент, да, президента можно отстранить, но вот этот механизм, да, в Конституции, но механизма нет никакого. Тоже закон, который должен, либо администрация президента с правом законодательной инициативы выходит в парламент, либо сам парламент может инициировать. Но тут вопрос, это же президента воля все-таки должна быть. Но, к сожалению, такой воли ни у одного из наших президентов, я не говорю за Владислава Григорьевича, но после этого, когда мы уже стали говорить о реформах, стали говорить о том, что в нашей Конституции что-то не то и нужны изменения, с тех пор, сколько, 20 лет прошло? 20 лет мы об одном и том же говорим. И даже сегодня находятся люди, которые в том числе, которые нам оппонируют, которые выдвигаются, про это ничего не говорят. Они считают, что вопрос, проблема в личности. То есть, если придет, грубо говоря, как по их мнению, нормальный парень, они все нормальные, мы всех их знаем, лично знакомы, вот. Но это же неправда, система их перемолит любого, потому что она так создана определенными людьми, не знаю, силами, группировкой, как хотите назовите, для того, чтобы это работало именно так. И они не смотрят вперед на 4 года. Даже я почему-то уверен, что если при нынешней системе мы выберем президента, который ничего не изменит, то ситуация 15 ноября может возникнуть гораздо раньше. 15 сентября. То есть я все-таки буду, наверное, завершать нашу передачу. Очень было интересно поговорить с тобой. Я напомню, что сегодня у нас был в гостях кандидат в вице-президенты Дауд Агарба. Он идет в паре с Робертом Ашба на эти выборы. Мы говорили о серьезных преобразованиях в стране, о конституционной реформе, не только о конституционной, там очень много составляющих, которые требуют реформирования. И до новых встреч. Спасибо, Дауд, за интересные вопросы. Спасибо огромное. Очень было приятно пообщаться с вами. Спасибо. Счастливо.